Знакомьтесь, Фрэнсис Ламот, французский мотопутешественник, который планирует пересечь Берингов пролив на мотоцикле. Познакомился я с ним довольно-таки случайно. Если сказать вкратце, то у Фрэнсиса возникли кое-какие проблемы с запчастями, и он внепланово решил остановиться в Якутске, чтобы их найти. Я, будучи дипломированным учителем английского языка и литературы, решился выступить переводчиком и помочь Фрэнсису найти необходимую деталь. Посмотрев перед сном фильм «Терминатор» в оригинале и пролистав грамматику за 5 класс, я вроде бы восстановил утраченные за 10 лет отсутствия практики познания английского языка. На следующее утро за мной заехал Валерий Баев с Фрэнсисом, и мы направились к первым специалистам, которые пришли нам на ум. Надо отметить тот факт, что мы не ошиблись с выбором. Проблема у Фрэнсиса была связана с лодочной частью его мотоцикла, а именно с так называемой шпунькой. Кстати, это слово он выучил наравне со словами «здравствуйте» и «спасибо». Казалось бы, маленькая деталь, но в России оказалось ее проблематично найти. А в случае ее поломки продвижение Фрэнсиса по воде будет невозможным. После осмотра самодельной детали винтового привода и имеющейся целой шпуньки были выявлены ее слабые стороны, и сотрудники Ямаха-центра взяли деталь на ремонт. На следующий день Фрэнсис получил починенный вал и несколько усиленных запасных деталей. В процессе общения выяснилось, что Олег Шуман, директор центра, в прошлом году был участником экспедиции на остров Беринга и поделился с Фрэнсисом о тех проблемах, с которыми он может там столкнуться. Одна из таких проблем, например, отсутствие 92-го бензина. В наличии есть только солярка или 80-й бензин. Но несмотря на это, Фрэнсис, как настоящий экстремал, настроен очень оптимистично и готов продвигаться до тех пор, пока это будет возможным, и решать проблемы по мере их появления. Я выехал из Франции 1 месяц назад. Я пытаюсь проехать как можно дальше в восточном направлении. Сейчас я бы хотел достичь берега Аляски. У меня есть мотоцикл и лодка. Иногда лодка находится на мотоцикле, таким образом мотоцикл перевозит лодку, но иногда, когда это требуется, получается наоборот. Мотоцикл находится на лодке, но тем не менее лодка приводится в движение мотоциклом. В данный момент моей основной обеспокоенностью является то, что российские власти позволяют мне покинуть Россию только в бухте Провидения. Но бухта Провидения сама по себе находится достаточно далеко от Аляски. Сам по себе Берингов пролив не такой широкий. Не будет большой сложностью его пересечь, потому что его длина составляет 80 километров. В то же время бухта Провидения находится примерно в 250 километрах от Берингового пролива. А я, в свою очередь, закончу свой сухопутный путь в Эквикиноте, который находится примерно в 350 километрах от бухты Провидения. Так что, как вы видите, мне предстоит огромный маршрут по морю еще до того момента, как я достигну сам Берингов пролив. Что касается моего мотоцикла, я его немножко улучшил, усилил раму, потому что достаточно большой тяжелый багаж я перевожу. Я добавил еще дополнительный бензобак, ну и сделал небольшие улучшения, в основном направлены на то, чтобы сделать мотоцикл немного легче. Это КТМ 690. Этот мотоцикл имеет только один цилиндр. И это самый легкий мотоцикл на рынке, но, тем не менее, имеющий достаточную мощность. Соответственно, это хороший баланс между мощностью и весом. Но сейчас я думаю, что мой старый мотоцикл
на котором я ездил раньше, это Yamaha TT600, возможно, был лучше. Он был, конечно, чуть-чуть тяжелее, меньше было у него мощности, но он был гораздо проще в обслуживании и в ремонте. Эта модель мотоцикла имеет достаточно большое количество электронных девайсов, датчиков и так далее. Если у меня будут какие-то проблемы, то их достаточно сложно будет починить в полевых условиях. Что касается передвижения по воде, то мотоцикл ставится на лодку. Я использую двигатель мотоцикла для передвижения по воде. У меня есть определенная трансмиссионная система с ремнями, которая проворачивает гребной винт. Это работает достаточно хорошо. Я могу глиссировать по воде, и не представляет особой сложности достичь скорости в 30 км в час. Ну, я думаю, что самая оптимальная скорость где-то 20 км в час. 20 км в час лодка идет на глиссировании. Если я не глиссирую, то я буду тратить гораздо больше горючего. Ну и, само собой, на воде расход топлива гораздо больше, чем на земле. В свою очередь, я пожелал Фрэнсису удачи и хорошего путешествия. Смотрите продвижение.